Старый аварийный мост демонтировали еще осенью 17-го. Позади и самые сложные работы по установке железобетонных опор и монтажу балок пролетного строения. Есть тенденция опережения графика, работы выполнены более 62% по мосту. Ждем паводковый период, когда пройдет и благоприятные условия. Начнем с работы в большем объеме. Мост 1974 года постройки еще 5 лет назад был признан небезопасным. Технику массой свыше 35 тонн несущие конструкции просто не выдержали бы. Суд обязал мэрию построить новый. Первая половина сооружения обошлась городскому и республиканскому бюджетам 173 миллиона рублей. С учетом уже подготовленной основы, вторая очередь по смете почти на 50 миллионов дешевле. Второй дешевле ввиду того, что здесь какой-то объем работ по отсыпке, подъездам и прочему уменьшился. Вот и все. А на самом деле весь конструктив абсолютно идентичен первой очереди моста. Проект был разработан 4 года назад. Стоимость проиндексирована в 2017-м. Но подрядчик отмечает, повышение цен на строительные материалы несопоставимо с процентом инфляции. В Коми компания работает 40 лет. Сейчас на 10 объектах. Условия стали жестче, укладываться в смету все труднее. Железобетонные балки мы купили на заводе. Он самый дешевый сегодня в стране. В Екатеринбурге хороший завод. Их 4 всего завода в России, которые производят балки железобетонные. Но мы их купили дороже на 20 с лишним миллионов. Да? Чем они сегодня заложены в смете. Как только установится устойчивая плюсовая температура, затишье сменится бурной деятельностью. Укрепительные работы и устройство дорожного полотна планируют завершить в августе. Самый загруженный участок трассы Сыктывкар-Ухта четырехполосным станет уже в сентябре. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.